29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии. Был подписан указ о признании независимости и установлении дипломатических связей. С тех пор Абхазия и Сирия наращивают взаимные контакты. Подписан целый ряд межправительственных соглашений. Как развиваются отношения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой? Каково практическое наполнение этих документов и в чем состоит взаимный интерес обеих стран в этом сотрудничестве? Пообщаемся об этом с послом Абхазии в Сирии Багратом Хутаба. Здравствуйте, Баграт Рашевич. Добрый день. Итак, прошло 5 лет с момента установления дипломатических связей между Абхазией и Сирией. Как все это время развивались наши отношения? Насколько поступательно, да? И какие документы регулируют эти отношения? Как вы знаете, в период с 2020 года, 6 октября, было учреждено посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. Были подписаны ряд соглашений, меморандумов об освобождении визовых требований для держателей дипломатических и служебных паспортов. Были подписаны ряд торгово-экономических направлений. Было проведено первое заседание Абхазо-Сирийского комитета. На сегодняшний день по практическим действиям, по практическим шагам ведется работа по конкретным реализациям как торгово-экономических направлений, так и в сфере ряда других направлений. В частности, как известно, в 2022 году министр иностранных дел Сирии Фейсал Мукдад посетил Республику Абхазия с официальным визитом, где с министром иностранных дел Республики Абхазия Сеналом Батовичем Арзумба был подписан меморандум о сотрудничестве по политическим консультациям между МИДом Сирии и МИДом Абхазии, что способствует на сегодняшний день укреплению, развитию внешнеполитических связей. Соответственно, сегодняшняя работа МИДа Абхазии, мы непосредственно ведем практические действия и консультации, и координированную работу по развитию внешнеполитических связей. Наверняка многие понимают, что Сирия достаточно не просто политический союзник для Абхазии, но и в частности еще у нас достаточно давние братские отношения. Исходя из этого, мы через призму Сирии и ввиду всех отношений, всех тех соглашений, которые были подписаны, мы на сегодняшний день ведем практическую работу для укрепления развития внешнеполитических связей с точки зрения возможности признания государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны ряда других государств, в частности, стран ближневосточных регионов, арабских стран. В этом направлении есть уже определенные положительные результаты. Думаю, что процесс идет достаточно на хорошем уровне. Что касается соглашений, которые были подписаны в рамках торгово-экономических направлений, в этом году мы планируем проведение второго Абхазо-Сирийского комитета в Республике Абхазия. Соответственно, также будем планировать о создании круглого стола в сфере инвестиций и бизнеса с привлечением группы бизнесменов из Сирии, также из некоторых арабских стран в Республику Абхазия, где мы будем обсуждать конкретные механизмы, конкретные действия по развитию бизнес-направления. На самом деле, на сегодняшний момент у нас достаточно хорошие взаимоотношения есть с Сирией. Плюс у Сирии сегодня, как известно, достаточно широкий формат развития военно-политической ситуации, которая у них была долгое время. Сегодня они вышли уже на путь устойчивого развития.
у Сирии начали возобновляться дипломатические взаимоотношения со многими ранее недружественными государствами, а сегодня уже дружественными странами в лице Саудовской Аравии и многих других государств. Мы надеемся, что в этом году увидим достаточно хорошие положительные результаты в взаимоотношениях, взаимодействиях Абхазии и Сирийской Арабской Республики. Вы сказали о том, что планируется проведение круглого стола с привлечением бизнес-сообщества обеих республик. Да? Могли бы вы сказать, когда примерно это будет? И есть ли уже какие-то компании, которые точно будут в этом участвовать? Несомненно, да. Дело в том, что сейчас весь широкий спектр направлений, ведутся согласования, ведется практическая работа. У нас, как известно, практически все необходимые направления согласованы уже о возможности учреждения торгпредства Абхазии в Сирии. Также возможность проведения формата круглого стола с участием сирийского бизнеса и еще некоторых стран из арабских государств. Этот вопрос тоже обсуждался. Сейчас обсуждается вопрос проведения данного круглого стола за время проведения 30-летия Дня Победы. Также гости, которые посетят Республику Абхазия, будь то бизнесмены или высокопоставленные чиновники Сирийской Арабской Республики, чтобы увидели и наши мероприятия, приняли участие в качестве почетных гостей. Соответственно, в рамках 30-летия провести круглый стол. Мы сейчас пока здесь обсуждаем. В понедельник у нас будет встреча с вице-премьером правительства Республики Абхазия, министром экономики Кристиной Константиновной Узган, где мы намерены обозначить уже и дату проведения, и формат круглого стола, и проведение второго Абхазо-Сирийского комитета. Соответственно, уверен, что результаты положительные в этом году у нас ожидаются. Но все-таки есть ли какое-то понимание того, в каком аспекте, по каким направлениям будет вестись сотрудничество, я имею в виду в экономическом плане, потому что наверняка не все так просто с логистикой, как эти проблемы будут решаться? Вы знаете, много раз я слышу, что существуют проблемы, связанные с логистикой, существуют проблемы в плане развития бизнеса в Абхазии или из Абхазии в Сирии. Но я бы сказал, что далеко не такая уж большая проблема. Я хотел бы обозначить некоторые, можно сказать, определенные политические детали, где на сегодняшнем этапе, как известно, идет поэтапный процесс налаживания турецко-сирийских отношений. Соответственно, мы можем использовать и этот механизм тоже, когда мы, будучи уже подготовлены к тем или иным процессам, и в случае урегулирования турецко-сирийских отношений, соответственно, мы также можем являться определенной площадкой с точки зрения транзитно-перевалочного пункта, и в частности вообще в целом бизнеса. Что касается приезда группы бизнесменов, заинтересованные в сотрудничестве с Абхазией. Здесь речь идет не только о транзитных перевозках, здесь речь идет еще и о производственной части, о развитии сельскохозяйственных направлений, в частности, животноводчества. Также идет речь о производстве, создании производств, малых производств различных направлений. У нас, к примеру, взять, нету производства шоколада. А в Сирии достаточно она распространенная. То есть там, можно сказать, в каждом углу шоколад производят. Также, как известно,
в Краснодарском крае и в регионах Северного Кавказа достаточно популярны восточные сладости. Вот. Но там они не производятся, а они могут производиться у нас. То есть и в этом направлении тоже есть определенное количество бизнесменов, которые заинтересованы в производстве данного направления. Эти и другие моменты, на самом деле, они будут способствовать развитию торгово-экономических направлений. Это только несколько пунктов, которые я вам назвал. А группа бизнесменов достаточно немаленькое количество, их более 15-20, поэтому сейчас я не могу озвучивать все те направления, в котором они заинтересованы. Ну, естественно, туристическая отрасль. Одна из таких серьезных направлений, в котором многие заинтересованы. Конечно, это создание предприятий, открытие компаний. Каждое направление будет способствовать развитию тех или иных процессов в области торгово-экономических отношений. Более того, хочу, чтобы все понимали, что Сирия — это не просто Сирия, а Сирия — это без пяти уже будет входить в ближайшее время в Лигу арабских государств. Соответственно, через Сирию многие другие страны арабских государств из числа также бизнесменов, которые также будут рассматривать возможность открытия, создания определенного направления в сфере бизнеса. И в Абхазии тоже. Несомненно, в этом направлении, конечно, нужно дополнительно вести активную работу по конкретике и по активизации этих направлений. Но мы также, в частности, с Министерством экономики будем скоординированно работать, а также вопросы внешнеполитических направлений, также через Министерство иностранных дел. В 2019 году было принято решение, вот есть документ, что Абхазия и Сирия перешли на беспошлинную торговлю в течение 5 лет. Будут ли какие-то преференции для сирийского бизнеса здесь, в Абхазии? Я думаю, что будут, но дело в том, что вопрос беспошлинной торговли я бы так не обозначал бы, потому что сейчас идет процесс, возможность подписания соглашения между нашим государственным таможенным комитетом Абхазии и таможенным комитетом Сирийско-Арабской Республики, где будут подписаны соглашения по практическим и конкретным направлениям и по видам товаров, и по кодировке товаров, и много других направлений. Соответственно, после подписания этого соглашения мы уже в широком формате будем понимать и иметь представление, в частности, и те бизнесмены, которые будут заинтересованы осуществлять бизнес-направление, они уже будут понимать и иметь представление для себя полное. На сегодняшнем этапе это общий формат документа был подписан в 2019 году, но там есть вопросы, которые необходимо отрегулировать. Соответственно, на сегодняшний день в этом направлении ведется активная работа, и по плану подписание этого соглашения будет осуществляться в рамках проведения второго Абхазо-Сирийского комитета, заседания, которое будет планироваться. То есть для Сирии будет какая-то определенная таможенная номенклатура, потому что, насколько я знаю, наш таможенный комитет переходит на евразийскую таможенную номенклатуру, и будет ли это как-то мешать, скажем так, в этой сфере работать? Я не думаю, что какие-то определенные проблемы будут здесь там или с точки зрения помехи, но я думаю, что наша сторона, абхазская сторона, придут к общему взаимному интересу с сирийскими коллегами, где здесь и та, и эта сторона получит максимальный положительный результат. Вы сказали о том, что направление взаимного сотрудничества в смысле в сфере экономики сейчас как раз определяется, это как раз будет определяться вместе с Министерством экономики, именно от абхазской стороны. Что касается сирийской стороны, какой у них интерес? К чему они больше склоняются? Что их здесь больше привлекает? Ну, понятно, кроме туризма, скажем.
Кроме туризма, скажу откровенно, у Сирии достаточно развито овцеводство. Но у Сирии не развито животноводчество, производство говядины. Да, вот. Также проблемы у них большие с развитием уровня птицефабрик. Вот. Они рассматривают Абхазию как, исходя из достаточно приемлемых, хороших климатических условий, рассматривают производство тех или иных направлений. В частности, вот открытие животноводческого, ферма, также птицефабрики. Когда они смогут уже создавать здесь эти направления, они вот вроде бы, казалось бы, небольшие, но с другой стороны у них большая востребованность в этих направлениях. Соответственно, уже у них будет возможность большая, да, как Абхазия, как маленькая площадка для создания различных направлений производств. Интерес у них однозначно с Абхазией у них есть, не только в этом направлении. Я сейчас весь широкий спектр не могу озвучивать, потому что там есть достаточно крупный бизнес, проекты, в котором они заинтересованы. Но я думаю, что в рамках проведения второго заседания Абхазо-Сирийского комитета, думаю, что все направления там будут обозначены. И тот взаимный интерес, о котором вы говорите, естественно, будет отражаться, и все уже будут понимать. На сегодняшний день Сирия обладает достаточно, несмотря на военно-политическую ситуацию, Сирия обладает достаточно серьезными ресурсами. И в частности, помимо вот этих вот производственных направлений, которые они будут заинтересованы создавать здесь, они также будут заинтересованы в возможности создания транзитно-перевалочного пункта. А уже через Абхазию, куда будут направляться различные виды товаров, это, естественно, в рамках заседания Абхазо-Сирийского комитета, там все моменты будут уже обозначены. А в целом, вот так. Придется ли привлекать российскую сторону для того, чтобы, допустим, вот эту транзитную функцию как бы успешно выполнить? Россия наш союзник, Россия наш политический партнер. Я сейчас говорю, что не только, наверное, двусторонние такие четко отношения, но и привлекается российская. Однозначно. Механизм однозначно будет выстроен. Я непосредственно много раз обсуждал возможность создания трехстороннего формата. Также вопрос был обозначен трехсторонний формат взаимодействия не только Абхазии, Сирии, в частности, вместе с Россией. Это было также озвучено, обозначено министром иностранных дел Абхазии Иналом Батовичем Ардзенбо, где мы друг друга дополняем и делаем все возможное для того, чтобы скоординированно подойти к конкретным действиям, конкретным направлениям и с целью создания трехстороннего формата и в конечном итоге с получением реализации положительного результата. Когда мы говорим об экономическом взаимодействии с турецким бизнесом, да, идет ли речь еще также, знаете, вот об инвестициях, да, о вкладывании в какие-то сферы с тем, чтобы там в дальнейшем как-то вот работать в этом направлении и, не знаю, поднимать здесь какие-то вещи в Абхазии, которые там, допустим, в строительстве или какие-то социальные вещи, или же речь идет только пока вот о взаимодействии бизнеса вот чисто в коммерческом смысле? Пока речь идет, да, взаимодействие в коммерческом, а так, если там в плане строительства вы имеете в виду жилья, там вот этих направлений, да. Этот вопрос пока не рассматривается, этот вопрос уже параллельно по факту, когда уже в рамках круглого стола, уже если отдельные бизнесмены будут заинтересованы в реализации там тех или иных направлений, конечно, они озвучат. Но на данном этапе то, что
я знаю, исходя из тех направлений, которые я обсуждал, речь не идет ни о строительстве там жилья там, или еще каких-то направлений. Об этом речь не шла и пока не идет. Такой вопрос. То, что сейчас происходит глобально, да, в мире после начала СВО, после того, как центры, скажем так, поляризации, да, политики смещаются, как изменилось и какие-то новые возможности дает? Появились ли новые возможности или, наоборот, стало сложнее работать, вот взаимоотношения стран, я имею в виду? Вы знаете, с началом спецоперации на Украине, честно говоря, с одной стороны, мне сложно прокомментировать, но могу одно сказать с уверенностью. Действия России направлены на конкретно, я не знаю, сказать, навести порядок, нет. А на самом деле, что существовала конкретная угроза со стороны многих западных стран, то это факт. И Россия на протяжении 7-8 лет предупреждала, касаемо там натовских сил, там приближения к российским границам. Но дело в том, что на сегодняшний день это и напрямую нас тоже коснулось бы, да, и сегодня действие России говорит о том, что мир изменился, и можно даже посмотреть в странах Ближнего Востока, как начали отношения налаживаться у Сирии, арабский мир начал объединяться. Безусловно, эти и другие направления способствуют укреплению и дружбы народов. Мы здесь вот в Абхазии находимся. И я хочу, чтобы каждый понимал о том, что на сегодняшний день идет не просто другой миропорядок, а конкретно единство людей, стран. Мы на сегодняшний день, именно на сегодняшний день, может быть, кто-то из политических соображений, кто-то там одной политикой занимается, кто-то другой политикой занимается. У нас не должно быть, чтобы кто-то одной политикой занимался, а другой политикой. У нас должно быть единство, стать бок о бок друг с другом, воспитывать своих детей, развивать нашу страну, взять лопаты, лом и наводить порядок. Другого не должно быть у нас. И, соответственно, у нас достаточно хорошие политические союзники. В лице России, в лице Сирии. У нас другие страны есть. Венесуэла, Никарагуа. Мы еще дальше должны двигаться. Почему я должен один заниматься, образно говоря, в вопросах укрепления, развития отношений Абхазии и Сирии, в частности, страны Ближнего Востока? Должны этим заниматься и еще другие люди. Потому что, чтобы не получилось, что я один там нахожусь, мы все должны заниматься каждым направлением в интересах нашей страны, нашего государства. У вас сейчас есть ощущение, что вы один там находитесь? Немножко да. Немножко да, что я один там нахожусь. Тяжело, конечно. Семья моя здесь, я там нахожусь. Все равно, так или иначе, угроза определенных процессов, она сохраняется. У нас несколько раз были определенные, мы попадали под угрозу террора. Да. Конечно, у нас были ряд обстоятельств. У нас, слава богу, в плане безопасности мы не на последнем месте. У нас посольство на сегодняшний день один из активных посольств наряду с посольством России и Иран. То есть, а мы в тройке были. И вот, неплохо. Как обычно, из-за того, что мы были в тройке, соответственно, мы ощутили на себе и угрозу, которая как бы поступила. Но, слава богу, мы стремимся вперед и будем делать все для того, чтобы развитие тех или иных направлений, в частности,
и в вопросах развития внешнеполитических связей мы будем достаточно добиваться всего, чтобы приносило благо для нашей страны. Мы начали разговор с того, вернее, вы затронули эту тему, что идет активная работа и в плане признания другими странами вот этого региона арабского, Абхазии. Что можно сказать по этому поводу? Могли бы вы сказать то, что можно сказать? Да, безусловно, я скажу то, что можно сказать. На самом деле наши, так сказать, соседи, когда будут знать о возможности развития Абхазии в внешнеполитических связей, с точки зрения выхода в международное политическое пространство, мы не говорим о странах сотрудничества там с западными странами там, или еще с кем-то. У нас есть политические союзники, еще раз обозначу, в лице России, в лице Сирии, где мы имеем достаточно плотные взаимоотношения. Что касается стран, которые на сегодняшний день заинтересованы не просто сотрудничать с Абхазией, а укрепить взаимоотношения и установить дипломатические взаимоотношения. Они есть. Мы в этом направлении уже практически приблизились к конкретным действиям. Вот. А нашим соседям тоже я хотел бы пожелать мира, добра и процветания и скорейшего признание государственного суверенитета Республики Абхазия с их стороны. Быть может, это будет являться политическим урегулированием, так сказать, отношений, чтобы мы были как соседи, а нежели чем как друг другу врагами. Что касается признания со стороны других государств, арабских стран, ну уж поверьте, у нас достаточно хорошие механизмы и хорошие взаимоотношения с арабскими государствами. Но я всегда привык говорить «мы». Вот. Но хотел бы обозначить, что я более 20 лет связан с арабскими странами. Я думаю, что когда у наших соседей они думают, что со многими арабскими странами они достаточно на высоком уровне сотрудничают, то я бы хотел бы им сообщить о том, что не стоит недооценивать. Не стоит недооценивать. Ну и тем более, что мы бывшие спортсмены, борцы, мы любим стремиться вперед. Меня достаточно хорошо знают и соседи наши среди спортсменов, и на Ближнем Востоке, и в других странах тоже. Мы даже наших спортсменов будем через механизмы других стран направлять их на различные чемпионаты мира и Олимпийских игр. Мы будем делать все возможное для того, чтобы стремиться вперед. А что касается насчет признания, еще раз скажу, что да, не эти страны у нас есть. Мы ведем активную работу с Министерством иностранных дел Абхазии, также Министерством иностранных дел Сирии. И уверен на все 100%, что мы получим положительный результат. И это будет в ближайшее время. Спасибо. О том, как развиваются отношения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, каково практическое наполнение документов и соглашений о взаимодействии и в чем состоит взаимный интерес обеих стран. Об этом мы общались с послом Абхазии в Сирии Багратом Хутаба. Спасибо за разговор. Спасибо.